Вітаю! В етері Суспільного програма «Тема дня Крим». В студії з вами ведуча Лариса Волошина. Кримськотатарський ресурсний центр представив аналіз порушень прав людини в окупованому Криму за перший квартал 2021 року. Експерти центру, серед іншого, дослідили кількість нових обшуків, затримань, допитів, арештів, порушення права на справедливий суд і порівняли ці цифри з аналогічним періодом минулого року. У звіті центру також міститься інформація про порушення релігійних прав мешканців Криму, екологічних норм на півострові, про неналежні умови утримання в СИЗО і в'язницях, а також про порушення прав політв'язнів і незаконні військові навчання в окупованому Криму. Тож до яких висновків прийшли експерти центру, ми поговоримо сьогодні більш докладно з нашим гостем. З нами на зв'язку член Меджлісу кримськотатарського народу, голова Кримськотатарського ресурсного центру Ескандер Барієв. Вітаю вас, пане Ескандере. Добрий вечір. Добрий вечір. От я читаю звіт, кількість обшуків. 22 обшуки за перший квартал 2021 року зафіксовані, 147 затримань, 23 допити. Загальна кількість арештів за перші 3 місяці поточного року становить 45, з них 10 нові, 16 продовження терміну утримання і тримання під вартою, і 19 отримали вироки. На вашу думку, що показав ваш аналіз? Яка динаміка зберігається на окупованому півострові і про що свідчать ці цифри? Но на самом деле мы каждый квартал фиксируем, обобщаем нарушения для того, чтобы сравнить с подобными периодами. И, кстати, я хочу в начале передачи сказать, что в ближайшее время у нас выйдет такой системный анализ с 2015 по 2020 год, где как раз мы четко показываем гистограммы, четко показываем динамику, сравнение, сравнительный анализ. Но возвращаемся к нашему сегодняшнему анализу, то вы назвали цифры. И однозначно, если мы, допустим, сравним данный показатель за первый квартал 2020 года, то этот год показывает, что общее количество обысков выше или больше, чем было зафиксировано, допустим, в первом квартале 2020 года. Тогда было зафиксировано 15 обысков. То есть, если сравнить в целом, то на 7 обысков получается больше в этом году. То есть мы однозначно можем сказать, что в контексте обысков, в контексте данной категории, то оккупанты не только останавливаются, но они продолжают все-таки и увеличивают количество обысков, соответственно, таким образом запугивают наших граждан, запугивают наших соотечественников. Кстати, в этот раз, за этот первый квартал, если те годы больше все-таки превалировали по делу Хизбут Тахрир или по делу Нумана Челебиджихана, то в этом году в основном, конечно, обыски больше проведены по делу свидетелей Иеговы. И, соответственно, здесь мы явно видим а также обыски в оправдании так называемого терроризма в социальных сетях. Поэтому здесь по делу Хизбут Тахрира несколько меньше. Далее, когда мы говорим о категории задержания, то задержание, конечно, по сравнению с 2020 годом значительно выше или больше. Это связано с тем, что вот в прошлом году за этот период было зафиксировано 25 задержаний. Здесь в данном случае, если говорить о чистых задержаниях, то данные были бы где-то равнозначными, но здесь мы учли случаи, когда 120 человек удерживались на протяжении более 8 часов, когда у них просто по этническому признаку забирали права, забирали без каких-либо объяснений и вернули им только через 8 часов. То есть люди не могли уехать,
люди находились на улице, люди находились у здания непосредственно, конечно, пунктов этих полицейских, и таким образом не могли, им приходилось более 8 часов на холоде ждать. Понятно, это если мы относим или разбираем категорию задержания, то по законодательству даже российскому задерживать не должны более чем на 3 часа. То есть более 3 часов должно быть специальное постановление о задержании и так далее. То в этом случае мы видим, то есть как по беспределу, я бы даже сказал, в том числе и в отношении российского законодательства действуют оккупанты. Причем это уже второй случай. Такой первый случай был еще осенью 2020 года. Тогда в меньшем количестве удерживались люди, а в этом случае достаточно большое количество, то есть 120 человек. Поэтому показатель значительный и намного выше, чем в предыдущий год. Если мы возьмем категорию допроса, опроса, беседы, то по сравнению с прошлым годом этот показатель несколько уменьшился, потому что допросов было больше. Но опять же, многие допросы и опросы, они больше связаны, конечно, после задержания или связаны с задержаниями. А здесь, конечно, если не учитывать по задержаниям предыдущие вот эти 120, то, конечно же, тут и получается, что незначительная разница, но несколько меньше, чем это было в прошлом году. В первом квартале 2021 года явно начинают проявляться снова такие административные санкции, как штрафы. Потому что на какой-то период, если помните, штрафов стало меньше. Их было, если помните, в 2019 году очень много, в 2018. То здесь уже за первый квартал 2021 года мы зафиксировали 16 штрафов, общее количество. В отношении крымских татар 3 из них. Аресты по сравнению с первым кварталом 2020 года меньше количество арестов. Количество арестов уменьшилось, опять же, на наш взгляд, опять же, в связи с коронавирусами, с пандемией, но здесь есть другой фактор, когда якобы с коронавирусной пандемией, в связи с пандемией, обыски совершаются, после которых проводятся аресты, в ночное время. И как раз-таки мы в рамках сегодняшнего отчета мы продемонстрировали или дали акцента на то, что это делается на самом деле специально, это делается в нарушении российского законодательства, потому что в соответствии с российским законодательством обыски могут проводиться с 6 утра и не позже, чем в 10 часов вечера. Они проводят ночью, причем направляют свет для того, чтобы стримеры и активисты не могли зафиксировать лица, не могли зафиксировать тех людей, которые совершают данные действия. И, конечно, это уже определенные новшества, которые начинают применять оккупанты, потому что мы же понимаем, что те съемки, которые проводят стримеры, они в будущем используются на различных международных площадках, и в том числе в фильмах документальных. И поэтому вот таким образом оккупанты умудряются, скажем, защитить лица своих сотрудников и, соответственно, защитить сам процесс, хотя нарушают грубо собственное российское законодательство. Ну и если говорить о нарушениях права на справедливый суд, то в этом году 113 случаев, из них 61 в отношении крымских татар. Данный показатель ниже прошлогоднего, но однако само количество нарушений права на справедливый суд демонстрирует противозаконную деятельность судов на оккупированной территории, решениями которых более 100 политзаключенных Крыма продолжают удерживаться в СИЗО и в тюрьмах, а если точнее 119 на сегодняшний день по данным Крымско-Татарского ресурсного центра. Потому что мы системно обновляем, и эту информацию всегда можно получить на сайте. Там есть кликабельная диаграмма, и кликнув на данную диаграмму, можно сразу же получить полные списки и идентифицировать тех людей, которые вас интересуют.
Далее нарушение права на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья. А здесь опять же 51 случай, 46 в отношении крымских татар. Данный показатель превышает количество таких нарушений в первом квартале 2020 года. Ну и, конечно же, очень часто мы наблюдаем, опять же, не только направление на, скажем, так называемую психиатра, психологическую экспертизу, но в том числе это не оказание помощи нашим соотечественникам, политзаключенным непосредственно в СИЗО или в колониях, когда ухудшается здоровье и нет адекватной реакции. Кстати, я хотел бы обратить внимание, что продолжается этапирование политзаключенных, и за этот период достаточно высокое число, показатели — это 33. Причем из них все 33 — это представители крымско-татарского народа, в основном по делу Хизбут Тахрир. Но я хотел бы обратить внимание, что когда мы говорим об этапированиях, это действие или эту категорию можно приравнять к депортации, потому что оккупанты перевозят на свою территорию граждан Украины с территории оккупированного Крыма насильственным путем. Кроме того, зафиксированы случаи, когда перевозили наших соотечественников в стакане так называемом. То есть, когда при этапировании человек не может ни присесть, ни прилечь, а находится вот как бы в такой колбе, постоянно в стоячем состоянии, положении. И это очень сложно, это тоже можно приравнять к тортуру, потому что это действительно очень сильное давление. Хотел бы обратить внимание на то, что я говорил уже про штрафы. За отчетный период было помещено в СИЗО, в спецблоки и так далее. То есть мы уже перешли к ненадлежащим условиям содержания в СИЗО и в тюрьмах. 12 раз помещали политузников, те, кто находится либо в СИЗО, либо в колониях, непосредственно уже в спецблоки, да, или в изоляторы. Причем некоторых держат по несколько сотен суток, я бы сказал бы так, в сумме мы насчитывали. И поэтому здесь получается, что, к примеру, Тимур Абдуллаев, он что в 2020 году, что продолжается по отношению к нему в 2021 году, его постоянно содержат в ШИЗО, несмотря на то, что он скажем, перенес определенные заболевания, у него возникали серьезные проблемы со здоровьем. Но это оккупантов абсолютно не интересует, они продолжают оказывать давление на наших граждан. Ну и если мы будем говорить о военных учениях, призыве и пропаганде, то за отчетный период нами зафиксировано 11 случаев военных учений на территории оккупированного полуострова. И в сумме, по нашим подсчетам, во всех этих учениях было задействовано 3800 военнослужащих и более 600 единиц боевой специальной техники. Кроме того, мы знаем, что за последний период, особенно с начала марта по сегодняшний день, продолжают завозить военную технику, завозить военнослужащих российских на территорию Крыма и границам с Украиной. И об этом мы знаем, что уже неоднократно заявляли первые лица наших стран-партнеров, западных стран в первую очередь, и Соединенных Штатов Америки, и европейских стран, о том, что Российская Федерация сегодня нагнетает ситуацию и, соответственно, ведет к эскалации конфликта. И поэтому, конечно же, с нашей стороны важно сообщать международному сообществу, что это противозаконные действия. И с сегодняшнего дня начинается постоянный форум ООН по правам коренных народов. И в рамках этого форума мы будем информировать, что нарушается Декларация ООН о правах коренных народов, потому что мало того, что они запретили Меджлис крымско-татарского народа, все действия, связанные с милитаризацией, связанные с окружающей средой, использованием водой и так далее, все это и полезными ископаемыми проводится в нарушение ряда статей данной декларации, и, соответственно, они
согласовывается с представительным органом коренного народа. На что бы я бы еще уделил бы внимание? Я бы уделил бы внимание, что за отчетный период начались административные, скажем так, взыскания в отношении близких родственников политзаключенных, в первую очередь это жены, матери, соответственно, и преследование в этом плане. Поэтому нам нужно, опять же, это уделять внимание и информировать международное сообщество. Также я хотел бы обратить внимание на то, что были вынесены предостережения за данный период, и мы это связываем с несколькими факторами. Во-первых, большое количество предостережений было предоставлено активистам в феврале месяце. Это связано с годовщиной крымского сопротивления и с годовщиной оккупации, соответственно, Крыма. Понятно, что оккупанты боятся активных действий, публичных действий. Кроме того, конечно же, предостережения предоставляются родственникам политузников для того, чтобы они не проводили одиночные пикеты и таким образом заранее запугивая людей, чтобы они из-за своей безысходности не проводили, скажем, каких-то публичных акций и не привлекали внимание широкой общественности. Но вот в целом я бы охарактеризовал бы в целом таким образом наш анализ. И, конечно же, мы этот анализ в ближайшее время переведем на английский язык и направим в посольство, для того, чтобы посольства были проинформированы о том, что происходило или происходит за данный период, и для того, чтобы можно было четко обозначать, что оккупанты продолжают репрессивные действия и запугивание в отношении коренного народа Крыма и проукраїнських активістів. Пане Іскандере, от в мене є інформація, що 15 квітня ви брали участь в міжнародній онлайн-конференції на тему «Персональні санкції як інструмент захисту прав людини». Говорилося про те, що необхідно вводити своєрідний акт Магнітського щодо тих людей, які приймають участь безпосередньо в порушенні прав людини. Це судді, слідчі, прокуратура, співробітники ФСБ і представники силових структур. Тут виникає питання. Санкції Україна, наприклад, як країна згідно українського законодавства, санкції проти українських громадян застосовуватися не можуть. Виключно в тому випадку, якщо вони приймають участь в терористичній діяльності, якимось чином спонсорують її або іншим чином толерують. Тобто тут виникає питання щодо санкцій, тому що ж більшість людей, оцих суддів, це ж цих прокурорів, це ж українські громадяни, які зрадили присязі, і вони, в принципі, тепер служать країні-окупанту. Що робити з цією колізією? Мы, на самом деле, 15 апреля проводилась международная конференция, с организаторами которого являлся Крымско-Татарский ресурсный центр. И мы как раз-таки, сама цель этой конференции была обозначить те нарушения прав человека, которые происходят сегодня в Беларуси, в оккупированном Крыму, в Китае, в Казахстане, в Гонконге. И таким образом привлечь западные страны, тем более 7 декабря Европейский Союз принял, так вот, скажем, дал поручение Европейскому Совету и принял, скажем, такой вот нормативный документ, приближенный, я бы пока так сказал, к глобальному акту Магнитского. И мы продолжаем работать в том числе и с национальными парламентами. И это дает большой шаг для того, чтобы эти санкции были систематизированы и работали очень четко. Поэтому это мероприятие было направлено в первую очередь на европарламентариев, на депутатов европейских стран.
Далее в своем выступлении я обозначил, что в отношении Крыма санкции, которые действуют, были приняты со стороны Европейского Союза в отношении физических лиц и юридических лиц, они в основном связаны с нарушением суверенитета, то есть с теми людьми, которые причастны к нарушению суверенитета. Люди же, которые причастны напрямую к нарушению прав человека, их практически в списках нет. И поэтому Крымско-Татарский ресурсный центр сейчас на протяжении вот этого всего времени, первое, разработал методику степени коллаборации, и мы об этом с вами говорили в эфире. Если помните, эта методика создала такой резонанс с российских СМИ, и, соответственно, эта методика также может быть полезна в формировании вот таких санкционных списков. Это первое. И как раз то, о чем мы говорим, про тех судей, тех граждан Украины, которые на момент оккупации были на территории непосредственно Крыма, работали судьями или прокурорами, нарушили присягу и так далее. С другой стороны, мы сегодня готовим подобные списки, причем наиболее удобно готовить по кейсам. Соответственно, мы уже обработали документы или уголовные дела ряда уже политузников, даже те, которые на свободе, к примеру, того же Олега Сенцова. У нас сегодня уже, если брать в общих цифрах, есть список из 150 человек. И на этой конференции я озвучил 3 людей. Это представители ФСБ, представители суда, в том числе и военной прокуратуры. То есть это некоторые из них прямые граждане Российской Федерации. Они никогда не были гражданами Украины, но они совершают преступления в отношении наших граждан как на территории Крыма, так и на территории Российской Федерации, к примеру, в Ростове-на-Дону. И таким образом мы, конечно же, эти списки готовим в соответствии с теми актами, аналогами акта Магнитского в той или иной стране. А сегодня, можно сказать однозначно, есть закон акта Магнитского в Великобритании, в США, в Канаде, в балтийских странах, 3 это Эстония, Латвия, Литва, в Косово. Правда, Косово не все страны признают, но при всем том эта страна достаточно оказалась передовой. Очень близки Италия, Австралия, Голландия. Поэтому, конечно же, эту работу следует активно продолжать для того, чтобы... Вы понимаете, опять же, у нас был такой вопрос, а насколько санкции эти работают, насколько они эффективны, то здесь мы можем однозначно сказать, понятно, что политики, которые достаточно высокого уровня, которые также по списку Магнитского могут проходить, они понимают, что они в санкционных списках и могут не выезжать в западные страны. Но, к примеру, те же судьи, те же прокуроры, те же представители службы безопасности, Федеральной службы Российской Федерации, ФСБ, они более, скажем, даже засекречены. И, конечно, идентифицировать их сложнее, но мы разработали в том числе и методику по идентификации таких лиц. И, соответственно, чтобы эти люди в любом случае, кто-то из них выезжает в Европу, а может быть некоторые имеют какие-то активы в Европе, и поэтому здесь все равно очень важно, чтобы информировать этих людей, информировать других людей, что они могут попасть в подобные санкционные списки, если они будут совершать преступления в отношении наших граждан. То есть это с нашей стороны должна быть больше такая превентивная мера для предупреждения вот этих жестких действий и вот тех арестов, обысков, там, издевательств, когда везут во время этапирования в стакане и так далее, чтобы они понимали, что они могут попасть. А если в ближайший год-два они не собираются в Европу, то я думаю, через некоторое время все равно когда-нибудь они захотят попасть в Европу, и они должны понимать, что они в этих списках, они рано или поздно должны понести ответственность за свои деяния. У мене є ще одне питання. Я хочу, щоб ви прокоментували. В середу, 14 квітня, господин Микола Патрушев, пан такий Патрушев, секретар Радбезу Російської Федерації, відвідавши окупований Крим, Севастополь,
Севастополі він зробив промову, пояснюючи накопичення російських військ на українських кордонах. Він сказав про те, що приводом для початку військових дій можуть стати організовані Україною при підтримці США провокаційні дії в сукупності з загибелью військовослужбовців та втрати військової техніки. Оці натяки на теракти, натяки на якісь дії. Чи не бачите ви тут загрозу щодо мирного населення, яке зараз знаходиться на окупованій території? Чи передбачаєте ви, що оці такі заяви, що вони варті того, щоб якраз захисники прав людини звернули увагу на те, що за військовими накопиченнями, за військовою риторикою можуть стояти якраз долі некомбатантів? Да, здесь я с вами полностью согласен. И если брать информацию, опять же, с оккупированных территорий и с российских СМИ, российский контент, то мы четко видим, что насколько нагнетается ситуация. И, откровенно говоря, по сути дела, российские граждане, пропагандой готовятся российские граждане к тому, что Россия может применить силу в отношении Украины. Другой вопрос, что, опять же, исходя из опыта, который был в той же Грузии, мы же наблюдали, когда провоцировались специально какие-то конфликты, и таким образом через эти конфликты потом Россия оправдывала свои действия. Опять же, мы помним опыт 2014 года, когда в том числе среди мирного населения, в том числе или в первую очередь на территории Украины, проводились определенные провокационные действия, а потом за спинами гражданских лиц появлялись вдруг военные российские. Поэтому, на мой взгляд, все-таки это, опять же, превентивные меры и адекватные действия украинских спецслужб по проведению антитеррористических операций на территории приграничных с Российской Федерацией в ряде регионов. Я считаю, это правильно, потому что данные превентивные меры могут предупредить, раз. С другой стороны, скажем, это профилактика того, чтобы диверсионные группы не провели каких-либо действий, которые могут нанести ущерб или физические какие-то, скажем, проблемы для граждан Украины. Ну и третье, конечно же, при проведении или при нагнетании эскалации, конечно же, могут быть какие-либо превышения каких-то полномочий со стороны украинских спецслужб. Но в данном случае, я думаю, мы должны в этом случае помогать как украинским спецслужбам, так и украинским гражданам, чтобы нормальные, порядочные, мирные украинские жители не подвергались каким-либо, скажем, воздействиям. Дякую, пане Ескандере. З нами був Ескандер Барієв, член Меджлісу кримськотатарського народу, голова Кримськотатарського ресурсного центру. Цю програму для вас провела я, ведуча Лариса Волошина. І вже передаючи слово своїм колегам з новинами кримськотатарською мовою, тому закликаю вас не перемикатися і дочекатися цього випуску новин. Я ще раз нагадую вам підписуватися на наші сторіночки в Фейсбуці, коментувати, залишати свої побажання про те, які теми ви хочете почути в наших ефірах. На все добре.